Если квартира, приобретенная у застройщика, не соответствует рекламным обещаниям или имеет серьезные дефекты, то у владельца есть несколько вариантов решения этого вопроса. Каждый, кто приобретает некоммерческую недвижимость на территории Турции, будь то иностранец или гражданин этой страны, попадает под определение потребителя и находится под защитой соответствующего законодательства. На нашей практике чаще всего иностранные граждане сталкиваются с двумя следующими проблемами. Либо жилье, приобретенное в Турции, имеет серьезные дефекты, которые не соответствуют общепринятым нормам безопасности или просто не устраивают самого владельца. Либо же жилье не соответствует характеристикам, заявленным застройщиком в рекламной кампании. Вообще, сама по себе рекламная кампания налагает большие обязательства на застройщика. Он обязательно должен претворить свои обещания в жизнь. Например, если площадь квартиры намного меньше заявленной, или застройщик говорил в своей рекламной кампании о том, что в комплексе будет хамам, бассейн или спортивный зал, а их нет или доступ к ним ограничен, или, например, жители одного из блоков не имеют доступа к детской площадке. Примеров может быть очень много. Застройщик должен выполнять свои обещания, как связанные с самой квартирой, так и с жилым комплексом. Все эти обстоятельства являются веской причиной для того, чтобы подать иск в суд по защите прав потребителей. У владельца недвижимости есть право обратиться в суд в течение 5 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В суде владелец недвижимости может требовать следующие опции от застройщика. Первое. Он может потребовать полного возврата стоимости жилья и полностью отказаться от данной квартиры, от ее использования. Второе. Владелец недвижимости может потребовать возврата частичной стоимости недвижимости, исходя из ее недостатков. Третье. Иностранный владелец может потребовать починить недостатки, устранить недостатки за счет фирмы-застройщика. И четвертое. Владелец может потребовать заменить данное жилье с дефектом на новое без дефекта. Как показывает практика, чаще всего иностранцы выбирают вариант возмещения частичной стоимости недвижимости, исходя из степени важности данного дефекта. То есть получение скидки на дефектное жилье. Если вы попали в данную ситуацию, вы можете задать вопрос нам в комментариях или записаться на консультацию к нашим специалистам, и мы поможем вам разобраться в вашей проблеме. Надеюсь, это видео вам понравилось и было полезным. Делитесь им со своими друзьями и обязательно ставьте лайки. Всего вам хорошего и до встречи в следующих видеороликах.